Ассаламу алейкум. Витаю всех, друзья. Сейчас немножко настроим. Извините за опоздание. Спешил, бежал, несся днем. Итак, сегодня 29 апреля 2026 года. 18 часов уже 5 минут по Берлину и 19 часов 5 минут по городу Джохару. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. Сегодняшний свой стрим я назвал «Германия у ловушки Кремля. Нота Москвы и обвинения в связях с террористами». Об этом и многом другом мы давайте поговорим. Но предварительно напоминаю вам, что стрим у нас идет на YouTube-канале Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности и будьте очень осторожны и аккуратны. Ваша безопасность в ваших руках, друзья. Все остальные присоединяйтесь, пишите комментарии, задавайте вопросы и давайте обсудим сегодняшние насущные дела, так сказать, дел. Ну, вначале я вам сообщу небольшие важные новости. Небольшие, но важные. Итак, Украина, не знаю почему, так пристала к этой России. И сегодня снова атакованы НПЗ, на этот раз в Перми и в Орске. Тоже очень хорошие долеты украинских БПЛА в Пермском крае и Оренбургской области. Очень хороший удар, очень мощный транснефть горит, очень мощные пожары. Пока еще немножко не дотягивает до туапсинских пожаров, но очень хорошо так горит. Слава Украине! Слава Украине! Так, в Берлине задержан гражданин Казахстана, подозреваемый в подготовке диверсии и шпионаж в пользу фашистской Российской Федерации, пишет Deutsche Welle на русском. Ну, фашистская она не пишет, но чтобы вы понимали, о чем речь, поэтому от себя добавляю. По версии прокуратуры, он не позднее, чем с мая 2025 года передавал российским спецслужбам информацию о немецкой оборонной промышленности, в частности, фотографии правительственного здания в Берлине, военных колонн на автомагистралях и служебных автомобилей политиков. По данным следствия, казахстанец в основном делал фотографии на свой смартфон и передавал их контактному лицу в спецслужбе РФ. Но если когда мы говорим казахстанец, сразу может кому-то показаться, что человек с азиатской внешностью, с казахской внешностью, человек это может быть. Но я напомню, здесь в Германии очень много из Казахстана россиян, русских, которые приехали и как немцы, некоторые как евреи здесь сдавались. Очень много как немцы, ну и есть, наверное, и как евреи тоже. И поэтому может показаться, что когда вот там речь не идет о казахе. Казах это национальность, казахстанец это уже гражданство. Поэтому вполне может быть речь о русском террористе идет, ну или русском шпионе и диверсанте. 47-летний мужчина был задержан 28 апреля, в течение суток должен быть доставлен в суд, который примет решение о содержании под стражей, отмечается в материалах немецких СМИ. По информации АРД и СВР, следователи проанализировали мобильный телефон задержанного и были удивлены большим объемом материала и масштабностью его действий. Я представляю, сколько таких здесь действует в Германии. С другой стороны, он в основном фотографировал только то, что доступно для общего просмотра или общеизвестно. Однако, с юридической точки зрения, это не исключает уголовной ответственности за шпионскую деятельность, поскольку речь идет о военном транспорте государства-члена НАТО.
Следователи считают особенно тревожным тот факт, что подозреваемый, по всей видимости, собирал также информацию о возможных местах проведения диверсий и предлагал рекрутировать людей для диверсионных операций в Германии. По данным следствия, он сообщил своему контактному лицу, что готов на все. Нехило так. Бабки, видимо, нужны были. Ну и тоже я эту новость уже озвучивал, по-моему, но не лишним будет ее в этом контексте еще раз озвучить. На западе ФРГ прошли обыски по делу о шпионаже у железнодорожных путей в районе города Миндена. В городе Дентмольд, федеральные земли Северной Рейн-Вестфалии, полиция провела обыски, которые связаны с расследованием дела 43-летнего гражданина Литвы, заподозренного в шпионаже с целью диверсии. Ну, я полагаю, что этот гражданин Литвы совсем и не литовец. Хотя не исключено, но такой же, как казах. Приблизительно получается. Известно, что литовец живет в Германии уже несколько лет и работает водителем грузовика. Дело возбудили после того, как в сентябре 2025 года близ железнодорожных путей сотрудник вокзала обнаружил миниатюрную видеокамеру недалеко от казармы имени герцога Брауншвейгского, где дислоцирован германо-британский саперный батальон 130. Камера производства Хега с наклейкой с лого Deutsche Bahn, но не принадлежащая ему, была установлена на фонарном столбе у путей на высоте 5 метров и позволила следить как за потоком пассажиров, так и за движением товарных поездов, отмечает полиция. Целью ее установки был сбор информации о военном объекте, либо о ходе поставок вооружений Украине, а также, возможно, подготовка диверсий против Бундесвера, полагает следствие. По данным ряда СМИ, эта видеокамера стоит порядка 50 евро в свободной продаже. Она оснащена солнечной панелью для питания и имеет функцию ночного видения. В ней находилась иностранная сим-карта, что позволяло передавать изображение в режиме реального времени. То есть, я полагаю, либо белорусская, либо российская карта там находилась, и напрямую все уходило туда. Ну, я это предполагаю, потому что мы точно не знаем. Может, там была иностранная карта какой-нибудь Гватемалы. Ну и Туапсе, наш любимый, родной, кавказский Туапсе, где, как мы узнали от Аяда Идигова, что, оказывается, когда наш Грозный разбомбили, мы помним, что они нефтезаводы особо не бомбили, и вывезли все наши заводы с Грозного и перевезли в Туапсе. Представьте себе, мародеры. Вывезли, а вы говорите, унитазы. Они покрупнее берут. Ну, это уже генералы, там Путины, там всякие разные другие Патрушевы. В Туапсе продолжает полыхать пожар. Ночь была страшная. Сейчас над городом стоят огромные черные столбы дыма. Пахнет гарью. При этом люди в основном ходят без респираторов или в медицинских масках. Рассказал об обстановке корреспондент российского издания «Кеда» Троянова. По данным настоящего времени, вскоре после этого стало известно о ее задержании в Туапсе. После 5-часовой беседы в полицейском отделении ее отпустили. По словам одной из местных жительниц, с которым удалось побеседовать изданию Сота Vision, в воздухе пахнет бензином, нефтепродуктами пахнет и очень сильно пахнет. 28 апреля украинские беспилотники вновь атаковали местный НПЗ уже в 3-й раз за последний месяц. С чем я вас всех и поздравляю, дорогие мои. Вот я смотрю на этот клубы дыма и так далее, и очень-очень мощно все горит. Короче говоря, не могу вас не поздравить с этим прекрасным праздником. Ну и теперь я бы хотел вам немножко уже про нашу основную тему рассказать по поводу того, как происходит раскручивание террористов, российских симулякров
и дискредитация чеченского народа и государства. Что от ишу ногчи, шума мадилаш, от илаш. Гашад анислу душун, шум это мадол только. إخي وماخر دات شو دات أوايد عبيغير دو خلك دير دو دات شو مهتم دكتور ما قاعد خدوي شيء دقر. Вот такая вот вступительная такая речь. Сейчас мы тут. Друзья, смотрите, я вам расскажу одну интересную историю. Я пишу об этом уже, в принципе, все уже написал, немножко осталось закончить. Но я решил сегодня выйти в эфир, хоть и очень ограничен был во времени, решил быстро выйти в эфир и сказать по ситуации, которая разворачивается. К большому сожалению, здесь идет какая-то непонятная, очень сложная, странная игра. И всех интересуют только свои личные интересы, никого не интересует права человека, не интересует международное право, ничего не интересует. Какие-то игры спецслужб между собой, ты мне, я тебе и так далее. Если ты слаб, если ты забит, если над тобой совершили геноцид, если ты лишен возможностей финансовых, информационных и иных, то в таком случае тобой пользуются. Тебя едят абсолютно не испытывая ни малейшего, ни сострадания, ни соболезнований не выражают. Короче говоря, просто съедают тебя, просто-напросто съедают. Вот такая вот в этом мире сложилась ситуация. Я очень много рассказываю про то, в какой ситуации находится чеченский народ. Как известно, я как только сюда приехал в 2015 году, я начал поддерживать Украину. Я вообще выехал из России для того, чтобы поддерживать открыто, прямо Украину. И, конечно же, свой чеченский народ, который находился и находится в тяжелейшем положении. И когда я сюда приехал, я уже неоднократно это рассказывал, небольшое вступление опять сделаю, чтобы тот, кто видит это вновь, услышали. Когда я сюда приехал, я начал искать активно кого поддержать, и один из них был Агят Идигов, которого я пытался поддержать. Но все не доверяют в этом деле никому, и в какой-то степени моя открытость, мое желание помочь делу, ну и, конечно же, то, что я приехал только из России, это, может быть, отпугивало людей, и настораживались люди. Но я не терял надежды, думаю, ну хорошо, потому что все были в подполье, в принципе, как и сейчас все находятся. Сейчас, правда, некоторые начинают выходить из подполья, но это уже по заданию там разных спецслужб, не ради чеченского народа. И вот я начал, несколько раз я с Аядом поговорил, и здесь в Гамбурге, живет некий Владимир Попков. Его зовут. С этим Владимиром я познакомился через Хусейна Исханова, который живет в Вене. И этот Владимир здесь, в Гамбурге, организовал такую небольшую комнатку, где были выставлены фотографии геноцида чеченского народа. А я правозащитник, я человек, который именно в этом направлении работал, объявлял об этом, декларировал. И для меня вот эти люди, которые, вот этот Владимир Попков, с Берлина приехала вот эта театральная труппа Ахмеда Закаева, это Дакудаев Ахмед, Умар Исмаилов и еще, по-моему, двое там человек были. Короче, эти люди приехали, я туда пошел на этот
комнатка была просто снята. Просто нужно было меня познакомить с Владимиром Попковым, ну и, конечно, подвести меня под Ахмеда Закаева. В отличие от Аяда Идигова, в отличие от многих моих зрителей, которые подозревали меня все постоянно пачкали, там, обзывали, что я адвокат московский, приехал там, чтобы там внедриться сюда, куда и так далее. А здесь внедряться некуда. Здесь все российская просто агентура здесь работала из открытых. 95% это российская агентура работала. Были отдельные энтузиасты, которые анонимно там что-то делали, ролики и так далее. Короче говоря, меня заманили в эту. Я взял отца, брата, всей там семьей мы пошли туда, там, короче, и так далее. Там был полный набор от Ахмеда Закаевских вот этих бандитов, которые работают на Россию, до женщин, которую они прислали. В отличие от настоящих чеченцев, свободных и независимых, эти люди прекрасно знали, что я не работаю на Россию. Потому что меня неоднократно там пытались их скомпрометировать. И еще когда учился студентом, меня уволили, отчислили с университета за то, что я отказался сотрудничать с КГБ. И вот в этой системе они прекрасно знали, кто я такой. И неоднократно меня подводили в Москве, чтобы меня где-то в чем-то поймать. Это что угодно может быть. Не будем сейчас всего рассказывать, но это все, что угодно будет. И им не удавалось ни в уголовном смысле меня подставить, ни в еще каком-то смысле. Много было разных эпизодов, которые потом только до меня некоторые доходили. Но так как я всегда не нарушал закон, мне повезло, что я не попадался в их сети. И они прекрасно знали, что я не работаю на России, что я враг фашистской России. Так как в том числе мои родственники работают на эту фашистскую Россию, и поэтому они прекрасно знали, кто я такой, моя история, моя биография всем известна. В итоге я Хусейну Исханову, которому я доверял, я ему сказал: Хусейн, если Закаев окажется агентом российских спецслужб, как все об этом говорят, что мы сделаем? Мы его остановим, он сказал. Хватит нас, чтобы его остановить. Типа это не позволено. В 2021 году, за полгода где-то приблизительно до начала широкомасштабного вторжения фашистской России в Украину, ко мне обратился Саид Амин Ибрагимов. Еще один деятель, который такого же кремлевского пошиба, как и Ахмед Закаев. Я утверждаю это со всей ответственностью. Я с ними ходил на митинги, там марши мы делали, месяц мы шли по всей Европе там, и так далее, и так далее. Я как мог привлекал к ним внимание. И все, кто ненавидели Ахмеда Закаева, еще больше ненавидели меня за то, что я предатель, пришел, помогаю вот этому предателю. Я тогда искренне верил, что он не предатель. Как я верил Хусейну Исханову. Но когда 6 августа 2021 года произошла попытка меня вербовки, Саид Амин Ибрагимов пригласил меня на какое-то мероприятие, очередное, что это все было, для меня все было организовано. В Страсбурге они там проводили какое-то мероприятие, и мы отсюда, с Гамбурга, поехали туда. И Саид Амин Ибрагимов попросил меня взять, и потом он сам меня попросил взять его с собой, Нашхо Эльдарова. Нашхо Эльдаров, запомните это имя. Его настоящее имя Руслан Сулейманов. Но я по своему тейпу Нашхо. И идя ко мне подход, они, видимо, полагали, что если он окажется Нашхо, или имя у него будет Нашхо, там, я не пойду в полицию об этом заявлять. Короче говоря, мы приехали туда, почти 2 суток были на ногах, и ехали когда обратно. Этот Руслан Сулейманов, он же Нашхо Эльдаров, предложил мне работать на российскую разведку. Этот Нашхо Эльдаров, Руслан Сулейманов, он входил в правительство, так называемое, Закаевское такое правительство, это русское правительство, никакого отношения к чеченцам эти люди не имеют, ну, может, по-чеченски говорят, это все, что их связывает с нами. Ни политически, ни этнически мы их не считаем своими. Это люди, которые россияне, они работают против чеченского народа. Они не просто, была бы какая-нибудь там политическая какая-нибудь, было противостояние какое-то политическое. Нет, абсолютно. Я абсолютно не имею никаких политических, клянусь Всевышним, никаких политических амбиций я не имею.
Я не вышел для того, чтобы помочь. Я не планировал прожить больше года, когда я выходил на эту дорогу. Я уже 7 лет прожил, как я начал блогерство вести. Я думал, меня уже не станет. Я не знаю как. Я могу на детекторе лжи пройти. Я могу на Коране поклясться. Я могу своими детьми, своими там предками, своими там и всеми остальными поклясться. Нету никаких, мыслей просто не было такого. И нет до сих пор, и не будет никогда этого, потому что мне эта грязь не нужна. Я борюсь за права чеченского народа, за украинского народа и за других, кого угнетают. Этот человек мне предложил, я как только приехал сюда, в Гамбург, я сразу написал заявление о том, что меня российская разведка пыталась вербовать. Ровно это произошло с 6 на 7 августа 2021 года, вечером, когда мы ехали уже со Страсбурга обратно. Ровно месяц я перестал вести все эфиры и начал вести полностью фиксацию всего. Что, кто говорит, скриншоты, фото, видео, все я начал фиксировать. Когда прошел месяц, я им сказал, смотрите, вы все являетесь, поименно всех назвал и сказал, вы являетесь агентами российских спецслужб. Я ошибался, что я вам помогал. Я думал, вы ичкерийцы, это оборотни, это не ичкерийцы, это самые настоящие оборотни, которые притворяются ичкерийцами, чтобы обмануть чеченский народ и вновь использовать его и сделать из него инструмент. Я не согласен с этой постановкой. Я начал публично об этом говорить. Ко мне приходили люди, мне угрожали, потом меня упрашивали, потом родственники, через родственников, друзей, знакомых, к маме, к папе, к бабушке, к дедушке, которые уже давно умерли. Короче, ко всем только, что все меры начали предпринимать. Я остался, просто нужно было встретиться, разговаривать. Я сказал, я буду встречаться, разговаривать только под видеозапись, под видеокамеру. Я с вами разговариваю, вы агенты российских спецслужб. Я знаю, я юрист. Я знаю, кто вы такие, я знаю, как это. И причем я еще с студенческих времен знаю, как этот процесс вербовки это происходит. Потому что меня отчислили на 3-м курсе за то, что я отказался работать с КГБ, с ФСБ. В итоге 6 сентября я уже публично все это рассказал, снова начал вести свои каналы. И в декабре 2021 года моих родственников похитили. Но их похитили не просто так. Их похитили, чтобы не привлекать к моей персоне внимание, что это вот он, его родственники похищены, значит он для Запада, для Европы. Сразу будет понятно, что я чист от этой связи с этой фашистской гибней. Сделали инсценировку агента ФСБ Тумсо Абдурахманова, агентов ФСБ потомственных, и те братьев Янгулбаевых, и еще кого-то там, Ну вот в кучу все это сделали, как будто у всех похитили родственников. Причем до того уже дошло, что нужно было всех вписать в это, что вот они меня все гасят, как будто похищают моих родственников пофамильно, поименно, я немцам передал. Министерство иностранных дел я это все передал. И до сих пор участковые сейчас раз в неделю там ходят к родственникам и спрашивают, все ли у них нормально. Слава богу, эти люди, я их вообще с детства я их не знаю. Я с родственниками практически с этим не рос. Зачем их похищать? Там детей похищали, которых я видел только когда они были, я не знаю, вот такими, на руках они когда были. Вот этих людей похитили, там кого-то пытали, кого-то там запугивали, угрожали и так далее. Это мне прилетела обратка от Закаева и ФСБ, или ГРУ. Потому что я полагаю, это ГРУ, военная разведка, с которым связан вот этот Руслан Сулейманов, Нашхо Эльдаров, который пытался вербовать меня. Его задача, как он рассказал, которая будет
хотели поставить передо мной, мне войти в доверие украинцам, ну и, конечно, там делать пакости и так далее. Если бы я согласился бы, вот вы сейчас увидели меня на всех украинских каналах. Поэтому украинцы, всех, кого вы видите из чеченцев, Ломаев, Муса, этого, Белокиев, Ислам, вот это все агентура. Самая настоящая, абсолютно 100%. Это даже не зная чеченскую культуру, зная чеченские положение политическое вот этой поляны, я со всей ответственностью заявляю. Других там не держат. И меня даже не подпускали, как бы подпускать, кто такой Закаев. Закаев никто. Для чеченского народа Закаева не существует, понимаете? Это он для каких-то... И, кстати, я обратил внимание, очень сильно российские евреи вокруг Закаева очень сильно ошиваются. Например, Березовский, который его финансировал, помогал, и Удугову помогал. Эти люди фактически были сторонниками этого Березовского, который утверждал, что Россия воюет против мусульманства, против ислама на Кавказе, и что Россия форпост, и они должны вот этот международный исламский чеченский терроризм остановить. Это все на встрече с западными коллегами. Финансист Закаева Березовский говорил. Документ выложен. Рассекречен он сейчас американским архивом. И он выложен у меня и в Facebook, и в Instagram, и в YouTube. И так далее. Везде выложен. Короче говоря, у меня похитили родственников. Произошло вот это событие. Через какое-то время я продолжал отказываться от всех контактов, только публично с Закаевым или с кем-то там. К Закаеву я не подходил, но я там встречался на митингах, еще что-то. Он мне звонил, какие-то там были разговоры. Я думал, человек реально тот, за кого себя выдает. Но это не так. Ни он, ни его ближайшее окружение не являются чеченцами. Вы запомните. Этому миру плевать. Но вы запомните. Он и кого вы с ним рядом сейчас видите, кто с ним, не просто где-то сфоткался случайно, а вот именно вот, который с ним организуется. Это такие же, как он. Потому что других они к себе не подпускают. И для того, чтобы меня подвести, там, уже ввести в круг дела, меня нужно было завербовать. То есть дискредитировать, запачкать. И после этого я бы уже тогда стал бы там у них каким-то уважаемым в их среде человеком. Вот такая вот ситуация произошла. Затем, после этого меня объявили, уже в 22 году меня объявили иноагентом фашистская Россия. Затем объявили иноагентом, я полагаю, меня обвинили из-за того, что есть другие российские такие деятели, как Курочкины. Эти Курочкины, я тогда открывал правозащитную ассоциацию, она у меня там задерживалась из-за устава, который я спорил с немецкими властями, как его правильно оформить. И у меня очень сильно затягивалось это припирание с ними, переписка. И тогда появились Андрей и Инна Курочкины, они сказали, мы можем тебе добыть деньги, можем сделать презентацию твоей правозащитной ассоциации, помочь тебе там и так далее, и так далее. Ну, я реально тогда нуждался в поддержке, и я думал, что эти люди, они как бы искренне хотят, виноваты, что русские, которые типа они виноваты перед чеченским народом, и поэтому они хотят вот мне так помочь, потому что видят, что я честен, искренен и независим, абсолютно. И они профинансировали вот эту вот это мероприятие. Туда мы сняли гостиницу, мы сняли там зал в этой же гостинице. Там были там затраты не такие, как много, как Курочкины себе прибрали к рукам. Но Курочкины сделали скриншот. Мне тогда тоже заплатили, если я не ошибаюсь, 5000 евро я получил. Это за гостиницу, мои расходы, людям, которые со мной были. Я вот так это распланировал. И деньги еще остались, кстати говоря. На счету нашей правозащитной, я сейчас перевел. Мало, конечно, там, потому что я плачу за разные программы обслуживающие, там, какие мне нужны для работы. Я платил похороны в Украине, там женщина умерла. Я искал адвокатов разным людям, я за адвокатов платил. Короче говоря, вот так есть. Еще какая-то там сумма осталась у меня на счету. Нашей правозащитной ассоциации.
Те же деньги, которые я, например, в Америке как эксперт получаю, они тоже у меня приходят на вот эту Human Rights Center Ичкерия, и я себе лично не забираю. Единственное, что я себе лично забираю, это с YouTube канала, вот сейчас реклама начала идти, и донаты, которые мне дают, но это там 50 евро в месяц, может быть, просто 50 евро и все. Ну, может, если там с доната 70 евро, 80 евро, может, набежит. Приблизительно до 100 евро, короче, больше не будет. И то у меня монетизацию вот несколько месяцев только включили. 2-3 месяца, 4 месяца, может, включили. Короче говоря, почему меня сделали иноагентом, я так полагаю, я сперва думал, я не мог понять, почему они меня сделали иноагентом. Я полагаю, что именно из-за этого перевода, который мне сделал Андрей Курочкин, это таким вот образом они искали основания для того, чтобы возбудить против меня дело. Андрей и Инна Курочкин – это враги чеченского народа, прямые, абсолютно циничные, лицемерные, подлые враги чеченского народа. И это нужно чеченцам запомнить. Меня завтра может не стать, но сегодня вы это должны четко запомнить, чтобы вы знали, кто эти люди. Чтобы потом они там не хозяйничали у нас дома и не говорили, что они вот какие они заслуженные, боролись за наши права. Они не борются за наши права. Они таких, как я, пытаются вот иноагентом объявить, еще как-то подставу сделать, стучат на меня, собирают информацию вокруг меня и так далее. Я думаю, поэтому меня иноагентом сделали. Вот это оплата была. Потому что других никаких денег я не получал. Никого, ни от когда, ни от кого. Ни от Запада, ни от Израиля, ни от Марса, ни от кого. Чтобы меня финансировали кто-то. Вот единственный случай был. И этот перевод был сделан с Андрея карточки, которая, по-моему, европейская, он мне сказал, Сбербанк. Европейский Сбербанк. Наверное, так. Поэтому, не знаю, может, я не утверждаю, что именно поэтому меня сделали иноагентом, но это единственный случай, когда я получил какие-то деньги. Я никого денег не получаю, абсолютно независим, абсолютно доволен своим положением и так далее. Затем меня объявили, мою организацию правозащитную объявили экстремистской, террористической, меня самого объявили террористом, в розыск, все такое и так далее, и так далее. За это я не знаю почему, но я полагаю за поддержку Украины. Ну и за мою разоблачительные речи этой фашистской русни. И хочу отметить, что я террорист, объявленный фашистской Россией, не первый, как вы, наверное, догадались. Дело в том, что от президента до грудного ребенка русские нас давно объявили террористами. И Ичкерию, и Марат Кавказ, и Басаева, и Масхадова, и кого только возможно. И реальных они объявляют, и своих агентов они также объявляют, чтобы внедрить их в наши ряды. Сейчас, например, здесь в Германии живет один деятель, Агаев Сайхан. Это мой бывший родственник. Вот этот Агаев Сайхан также неоднократно пытался связать меня с собой. Неоднократно этот Сайхан Агаев, он неоднократно делал возможность, чтобы со мной встретиться. Чтобы просто поговорить. Ну мы же родственники, просто ничего, поговорить там, туда-сюда. Они знают, они не угрожают мне, знают, что я их не боюсь, что мне не проблема встретиться. Но мне проблема встретиться, потому что они меня дискредитируют в связях с собой. Поэтому я не встречаюсь. Был вот случай, ну несколько, не буду сейчас детали давать, в случаях я могу это доказать, есть свидетели у меня в разные моменты, я просто все детали не буду озвучивать, чтобы все не знали, не все знали, о чем я думаю и планирую. Неоднократно Сайхан Агаев пытается меня связаться. Дошло до того, что одного нашего родственнику Агаев дал машину, которую он никому, я не помню, чтобы давал. И этот человек пришел и переночевал у моих родителей. Они там живут с 2001 года. 25 лет они живут в этом месте, мои родители. И даже когда я еще жил в Москве, я приезжал как турист сюда, я постоянно у них жил, останавливался у них. И ни разу с их улицы, это небольшая короткая улица, не эвакуировали машину. Ни разу. И в эту ночь, когда Сайхан Агаев дал своему родственнику
машину, которую переночевал, по маме моей родственник этот Агаев Сайхан. Он приехал ко мне домой, к ним домой, к родителям, переночевал, утром вышел, а машина эвакуирована. То есть машина Агаева Сайхана, или его сына, или его жены, я не знаю, чья это машина, точно на чье имя, но их эта машина, Агаев написано, они приехали, переночевали, и то есть у моей мамы под окнами эвакуировали машину. Мой брат поехал туда, ну как, у гостя же, родственника, эвакуировали машину, заплатил штраф, забрал эту машину, ну что делать, немецкий язык он знает только, гость не знает немецкий язык и так далее. И таким вот образом, вот по чуть-чуть они хотят меня связать с Россией, с российскими спецслужбами. И это делается через родственников. Через родственников, с которыми я вырос вместе. До сих пор у меня в голове это не помещается, как эти люди так себя ведут. Не помещается. Ну, видимо, уже им деваться некуда, да, они уже идут до конца. Но они могли просто ко мне подойти и объяснить мне. Просто объяснить, подойти и сказать, вот нам задание дали, ты меня извини. Но они не посчитали, что нужно мне это сообщать. Они не посчитали. Они посчитали, что нужно меня уничтожить, то есть меня связать с фашистской Россией, и чтобы меня Германия выдала России. И тот случай, когда они с машиной, вот это, у родителей эвакуация из-под подъезда, да, с улицы моих родителей, там какому-то следователю немецкому на стол положат, скажут, о, смотри, там же родители Аслана Арцуева живут. О, а эта машина его там эвакуируют. Опа, а значит они ездят, ночуют. Вот смотрите, как мы выяснили. Не прямо говорят, потому что прямо им никто уже не верит. Косвенно все подстраивается. И сейчас Агаев Сайхан неоднократно, вот в моем районе, где я живу, вот начал появляться. Раньше он жил в другом районе, в Бергедорфе. Сейчас вот вокруг меня где-то, я в ресторане, там я смотрю, машина подъехала. Видимо, может, они мне там жучки там понасывали и так далее, не знаю. Но где-то тут едешь за рулем, там справа, постоянно встречаются, да, бывает такое. Вот такая вот ведется против меня работа. Это чтобы вы понимали, кто я такой. Лгу я, не лгу я, нужно мне лгать или не нужно. Моя мотивация, чем я занимаюсь, какая работа против меня ведется. Если прямо они начнут все это делать, то в таком случае меня будут там, больше мне доверия будет. И чтобы это доверие, оно уже есть. Которое уже не только по моей вине оно может потеряться. Кстати говоря, вы зря напрягаете свои пупки, товарищи КГБшники и ГРУшники. Мое доверие и моя репутация будет подорвана только если я сам ее подорву. Вы ничего не сможете сделать. Вот на таком уровне у меня репутация, чтобы вы понимали. Но продолжается такая работа. И потом далее хочу вам рассказать, возвращаясь к артистам разным. Короче говоря, в начале апреля 2026 года, этого года, в Украину приехал депутат Бундестага Родерих Кизеветер и встретился с агентом и врагом чеченского народа Ахмедом Закаевым. Немецкий депутат встретился. Ну, опять же, хотелось бы рассказать еще один случай из жизни. Есть такой Экихард Маас. Этот человек мне лгал, что он был диссидентом в советское время, против Штази, против него уголовное дело было и так далее. Он даже мне показывал какие-то документы, что вот этот человек, вот там он нашел там в архивах Штази, он, оказывается, стучал на Штази. А он был его другом, у него там туда-сюда. Экихард Маас этого человека зовут. Этот человек является таким же, как Закаев. Потому что, когда я поддерживал Закаева, он был ко мне очень добр. Как только я начал говорить правду, этот человек от меня отморозился. И
Потом, вспоминая его разговоры, я помню, я был принципиально за то, что мы независимое, суверенное государство, но это не я так выбрал, это выбор чеченского народа, демократический выбор народа. У нас есть документы, у нас есть доказательства, у нас есть 27 наблюдателей со всего мира, это только в первый раз. Потом 100 с чем-то наблюдателей и всего мира наблюдателей, когда уже второй раз после первой русско-чеченской широкомасштабной войны избирали уже Масхадова президента, были наблюдатели. Поэтому это не я выдумываю, что чеченский народ суверенен, независим, у нас есть свое государство. Это выбор чеченского народа, юридически зафиксированный факт. Юридически зафиксированный факт. Так вот, Ахмед Закаев, единственный раз, когда он представлял чеченскую власть, тогда еще, в 97 или 8 году, приехал в Берлин. Когда я рассказал эту историю, тоже очень важно помнить, мне Аяд Идигов рассказал эту историю. Он сказал, ты знаешь, я тоже должен был полететь тогда в Германию. Ну, сделали так, что меня как будто внесли в какой-то список террористов, и его не пустили в Германию. Прилетел туда только Ахмед Закаев. Ахмед Закаев без уже Аяда Идигова, который ему был нагрузку лишний. Ахмед Закаев удобный собеседник для врагов чеченского народа или тех, кому безразлична судьба чеченского народа. Прилетел. Экихард Маас, у него есть видео, оно у меня в архиве тоже скачано есть, где на митинге он повторил эту историю, потому что эту историю я начал везде рассказывать, и он повторил, сказал, да, так и было. На митинге он сказал. Он сказал, когда он пришел, не помню какой полицейский, какой министр немецкий, он к нему пришел и сказал, и немецкий министр ему сказал, или замминистра, не помню, какой чиновник большой, он сказал, если вы как независимое суверенное государство, Ичкерия, я вас не приму. Но если вам нужна помощь, и вы как от России, часть России, то я вас приму. И это Икахар Маас рассказывает. И Закаев сказал, никаких проблем. Никакой помощи Ахмед Закаев не только никогда чеченскому народу не дал то, что немцы что-то дали. Ахмед Закаев неоднократно, многократно замечен в коррупционных схемах и грабил чеченский народ. И, конечно же, он это сказал не для того, чтобы спасти чеченский народ от гуманитарной катастрофы, потому что никакой гуманитарной помощи от этого не получили, от этой поддержки. Но Ахмед Закаев в этот момент, заходя в кабинет министра, он наш министр культуры, целой культуры Чеченской Республики Ичкерия. В этот момент он предает и культуру чеченскую, и чеченское государство, и всех, кто погиб в этой войне. Это, чтобы вы знали, оценка самого Закаева отношения к самой Ичкерии. И вот проходит сколько-то лет, да, 10, 20, сколько-то, с 97-го 30 лет проходит. И Ахмед Закаева снова приглашает, уже встречается с немецким политиком. На этот раз это Кизиветер. Родерих Кизиветер. И на этот раз с ним говорят, и говорят, нам нужна поддержка. Вот с ним встречается Кизиветер. Сейчас, одну секунду, друзья. Мы абсолютно уверены, говорит немецкий парламентарий, что Чеченская Республика Ичкерия в ближайшем будущем восстановит свою независимость, заявил немецкий парламентарий. Нам нужны партнеры, которые не верят в колониальное и имперское будущее России. Так вот, уважаемый господин Кизиветер, Кизиветер, уважаемый господин Родерих Кизиветер, если вы хотите бороться против империи и империализма, который вы не верите и ищете союзников, то вы пришли именно туда, где все это уничтожается, дискредитируется. А теперь я хочу немножко вернуться назад. Не забудем сейчас про Кизиветера.
И вернемся немножко назад. В 96 году, в апреле месяце, как в этом месяце, 96 ровно 30 лет назад, Ахмед Закаев был по какой-то причине, по какому-то недоглядению нашей власти назначен каким-то командующим фронтом. Ахмед Закаев абсолютно никакой не воин, он хороший актер, он очень искренне вживается в роль, но воин из него мы не видели. Какой он или никакой, я не знаю. Мы не видели просто его, никаких его военных, воинских заслуг никогда, нигде в истории нет просто. Но назначили командующие и так далее. И он тогда пытался везде представить чеченцев такими радикалами. У него платок такой был черный, такая повязка, про которую Ельцин говорил, повязками такими там. Помните? Вот это был Ахмед Закаев. Это первый человек, который... Кадыров Ахмад нам вводил вот эту исламизацию, там джихад, там вот эти джихад России объявлял, вот, религиозной с точки зрения, да, и Ахмед Закаев. Это вот две фигуры, которые я больше всего запомнил, которые нас представляли такими ярыми мусульманами. Как потом выяснилось, с какой-то своей определенной целью они это делали. Тогда мы этого не понимали. Я лично близко даже не догадывался. И сейчас очень удивлен всем этим процессом. И Ахмед Закаев дал наводку своим людям. Об этом есть статья в газете, того времени, западной газете. И вы это можете легко проверить. И были задержаны 4 русских солдата. Контрактника, наемника. В дупель пьяные. Ну просто, ну, в стелику, так сказать. И эти 4 военных были отправлены на базу, где отдыхали чеченские бойцы спецгруппы БОРЗ. Это гилаевские, или я могу ошибаться в названии, потому что менялись названия. Это гилаевская группа была, которая непосредственно подчинялась президенту. Это была президентская элитная группа. Они после многонедельных боев, после своих потерь, тогда как раз погиб брат Доки Умарова, будущего президента Чеченской Республики Ичкерия. И это была база, где они отдыхали. Вот на эту базу привели вот этих 4 русских, которых Ахмед Закаев сказал арестовать. Ахмед Закаев потом оправдывался и говорил, что он сказал отвезти их на другую базу. Но их почему-то повезли на эту базу, где находились в состоянии аффекта, уставшие, в тяжелейших боях с потерями, вырывавшиеся, сражавшиеся, неделями сражавшиеся чеченские бойцы спецназа. У меня есть много что подтвердить это. Свидетельства, все имеется. Свидетельства, голосовые, нескольких источников, которые это подтверждают. Эти 4 русских наемника на следующее утро были казнены, или в тот же вечер были казнены. Вы, наверное, знаете эту историю, потому что о ней очень много говорили. Его звали Тимирбулат, Салман Тимирбулатов, если я не знаю. Салауди Тимирбулатов. Русские его назвали трактористом. Этот человек пожизненно сейчас отбывает срок в российской колонии. Были еще там другие ребята, и были несовершеннолетние, 2 или 3 пацана, которые им еду носили туда, в горы, на базу, они им еду приносили, родственники чьи-то ихние. Там было несколько человек, до 10, по-моему, или 15 человек было, кто отдыхал. И непосредственно эти 4 контрактника, наемника, были казнены. Казнил непосредственно вот этот Тимирбулатов и там другой человек. И на камеру снимал Зияуди Балоев. Зияуди Балоев проживает здесь, в Бельгии, со всей своей семьей, всеми со своими родственниками. Переехал и живет в Бельгии. Кроме Зияуди Белоева, который представлялся, и я тоже был обманут, представлялся каким-то генералом Ичкерии, там каким-то воином и так далее. Это абсолютно не соответствует действительности.
Кроме этого Белоева, все получили либо сроки, либо были убиты. Даже несовершеннолетние дети, которые там еду приносили и видели просто этих русских, они там получили по 14, по 15, по 18 лет, там сроки были. То есть сегодня совет старейшин, так называемый КГБшно-ГРУшный совет старейшин чеченцев в Европе возглавляет тот, кто снимал эту казнь, Зияуди Белоев. Он является близким соратником до сих пор Ахмеда Закаева. Есть другая дама, тоже есть свидетельство, которая рядом с ними ошивается, с Ахмедом Закаевым, которая занималась отравлением, женщина. Она грузинка по национальности, ну, говорит чисто на чеченском языке, и занимается группа по отравлению людей. Так, на секунду. Есть факты с доказательствами тоже о том, что во время оккупированной Ичкерии, тогда еще свободной Ичкерии, она предпринимала эту попытку. Она же, вот эта Тина Джабраилова, была заместителем Белоева, который здесь в Бельгии живет. Чтобы вы понимали, какие люди нас окружают и с чем я имею дело. После этой казни, вот этих 4 наемников, которые в стельку были пьяные, у них было 2 грузовика. На этих грузовиках были абсолютно, практически 100% бесполезные для нас. Там были ракеты ПТУРС для вертолетов, для вот этой круглого барабана вертолета. Вертолетов у нас не было. Были разные мины для минометные снаряды. И там что-то по мелочи было. Ничего существенного, таких гранатометных снарядов, которые для нас был дефицит. Ничего этого не было на этих грузовиках. 4 русских были пожертвованы для того, чтобы дискредитировать Джохара Дудаева и чеченское сопротивление. Через 11 дней после казни этих 4 наемников, получив основания для Запада предоставить, что Дудаев, его окружение занимается убийством военнопленных, что это военные преступники и так далее, найдя себе оправдание, везде распространив за эти чуть меньше 2 недель срок вот эту видеозапись, которую вот этот Белоев и там вывезли они, вывели ее, и она получила распространение. Эти люди убили Джохара Дудаева. Через 10-11 дней Джохар Дудаев погиб. Был убит российской ракетой во время переговоров с Боровым, Константином Боровым. Тоже еврея российского, который потом уже сообщал Западу о том, что ГРУ готовится нанести удар 11 сентября по башням небоскребам. Сейчас проживает в Соединенных Штатах этот деятель. Джохар Дудаев был убит. После того, как Джохара Дудаева не стало, вся агентура, которую он разоблачал и отгонял от себя, она из всех щелей снова начала возвращаться и вылазить. Меня Дудаев посылал на задания, я там был, я тут был и так далее. Джохара уже не было, Зелимхан стал исполняющим обязанности президента и до конца войны, до выборов оставался президентом. И его тоже они манипулировали, обманывали и что столько с ним только не делали для того, чтобы его ввести в заблуждение. И вот сейчас, возвращаясь к Кизеветер, возвращаясь к Кизеветеру Родериху, депутату Бундестага от Христианского демократического союза и члена комитета по международным делам, я хочу сказать, что здесь мы увидели классическую операцию, которую по косвенным признакам всем понятно. Не понимаю, почему это немецкая им разве, хотя депутаты, они здесь свободные, в отличие от российских депутатов, которые все являются либо кадровыми офицерами, либо агентами спецслужб. А здесь реально люди свободные. Да, есть спецслужбы, которые реально занимаются тем, чем они обязаны заниматься. Защита конституционного строя, защита политического ландшафта и борьба с шпионами, диверсантами, с террористами и так далее. То есть они сами не делают террористов, они сами не ставят своих чиновников там и так далее.
Я так думаю. Я немецкую политику не очень хорошо знаю, в отличие от фашистской и российской. И вот встречается Кизеветер, которому, если верить каналу Курочкиных, где сделана вставка Кирилла Буданова, последовательного, принципиального, патологического врага чеченской народа, Чеченской свободной независимой республики Ичкерия, Кирилл Буданов, который люто меня ненавидит за то, что я его разоблачаю. Но, извините, Дион, в очередь, сукины дети, в очередь. И вот Кирилл Буданов организовывает немецкому, он здесь все украинцам доверяют, украинцы, да, они воюют, они правду говорят там, и так далее. Организовывают встречу. Происходит встреча в начале апреля. Нигде в интернете я не нашел точно, когда произошла эта встреча. Нигде я не нашел эту точную дату. Но 7 апреля 2026 года, то есть в этом месяце, нужно отдать должное лицемерию, цинизму фашистского ФСБ. Они приняли решение, что Чеченская республика Ичкерия является террористической организацией на основании решения Шейх-Мансуровского районного суда города Грозного. Шейх Мансур, чтобы вы понимали, кто не знает, это первый чеченский, кавказский лидер, который возглавил общекавказское движение против оккупации Российской империи. Это чтобы вы понимали, такой троллинг от ФСБ. Они нашу свободную Ичкерию признают своим фашистским судом, который обозвали именем шейха Мансура. Районный суд выносит это постановление только, обратите внимание, 24 апреля. 24 апреля на сайте Росфинмониторинг зафиксировано это решение суда, которое, русские говорят, задним числом 12 марта сделано. Обратите внимание, я это все распишу, и потом будет понятно. Но ФСБ об этом заявила, что немцы встречались с террористами. Нет, не то, что немцы встречались с террористами, а ФСБ об этом заявила, что немцы встречались... Нет, ФСБ 7 апреля заявила о том, что Шейх-Мансуровский районный суд города Грозного признал Ичкерию террористической. Это опубликовала ФСБ. 7 апреля. То есть... Точной даты встречи у меня нет, но либо 7 в тот же день, либо 6, либо 5. Причем моментально информация, прям, они с ФСБ встречался. Вот этот депутат Редарих Кизеветер, он встречался либо с ГРУ, либо с ФСБ. Вот и все, с кем он встречался, чтобы было понятно. И сразу же они получили информацию. Сразу же ФСБ, на мой взгляд, объявила о том, что Чеченская республика Ичкерия судом признана террористической. Суда нет, никакого решения нет. Это только ФСБ заявила публично. 24 апреля только появилось само решение, которое указано как до 12 марта. То есть они, как обычно, ретроспективно они делают назад. То есть 12 марта они указывают. Что легло в материалы дела, в фабулу дела, уголовного дела, на котором объявили Чеченскую республику Ичкерию террористической? А это послужило то, что там указано, не полностью, но вкратце мы знаем об этом, указано, что группы Закаева совершили нападение на Курскую и Белгородскую область. Если вы помните, в прошлом или позапрошлом году, позапрошлом, по-моему, году, или даже, может быть, ранее, 23-м, может быть, году, группа из нескольких человек, куда входит сын Ахмеда Закаева, перешли в Белгородскую или в Курскую область. Там ехал Урал с одним человеком, с одним единственным человеком в машине. Они расстреляли этот Урал и ушли обратно. Они убили этого водителя. Водитель
как говорят, оказался чеченцем. То есть российским военнослужащим чеченской национальности. То есть по старой схеме, если мы так гипотетически сложим, схему 96-го года за 2 недели, за 10 дней до убийства Джохара Дудаева, когда вот этих пленных наемников Закаев сдал нашим бойцам, и убийство вот этого чеченского, если это чеченский, потому что мне, воюющий в Украине чеченец, сказал эту информацию. Имя я пока называть не буду, но этот человек есть, и спокойно он мне не говорил, что это тайная информация, ты не можешь. Я просто не буду его пока имя называть. Если нужно, я скажу это имя. Никаких проблем. Он воюет, он там. И этому случаю, вот этому подгону, под этот грузовик, под эту группу сына Ахмеда Закаева и других людей, которые там были, подогнали Урал, как в тот раз с 4 русскими, но здесь на этот раз послали чеченца, чеченской национальности военнослужащего. И он был убит, вот этот парень. Фабулу дела о том, что Чеченская республика террорист, легло то, что вот эти люди вылезли, дошли туда и убили там вот этого человека. Вот это легло в дело. Понимаете? Но тогда они претендовали на том, что это чуть ли не басаевская операция, как Басаев, там пытались они. Но это близко рядом не стоит. Даже там близко просто. Не хочу ничего сказать, но это не та операция, которую чеченцы даже обратили внимание на нее. Просто, ну да, было что-то, какая-то, и все. Все, что было. Но этого достаточно, чтобы потом Ичкерию объявить уже террористом. Еще раз напомню, Россия от президента до ребенка, и в том числе меня, правозащитника, который в руках, кроме ручки, ничего не держал, объявили террористом, экстремистом и всем остальным. Это чтобы вы понимали, как Россия объявляет нас террористами. И тут она резко объявляет нас террористами. И объявляет она нас террористами. Еще нет решения суда, которое появится только 24 апреля от 12 марта якобы. Но есть уже встреча с уважаемым Родерихом Козиветером. Чтобы вы понимали. И что происходит далее? Во-первых, вызывают посла Германии в Москве, и Москва выносит ноту протеста. Москва выносит ноту протеста. Нота протеста, это все зафиксировано. Они встретились, немецкие депутаты встретились с Ахмедом Закаевым. За это Германия, а я вам не зря привел в начале своего стрима список, как вот только что, я не говорю про все, здесь столько просто уже Россия сделала против Германии, что просто только что казахстанец шпион, с Литвы гражданин, с Украины шпион, их каждый день ловят, каждый день где-то берут, где-то привлекают и так далее. В этот момент, когда Германия атакуется российскими террористами, диверсантами, полностью, в прямом смысле, теракты, убийства, все это у нас тут происходит. Да, немцы хорошо работают, пока не удается, как хотели бы русские, раскачать ситуацию. Но сам факт. И в этот момент, когда Германия обвиняет Россию в террористических поползновениях в свою сторону, Германию обвиняют в терроризмах. И я скажу по делам. По делам. Если это, конечно, не совместная операция проведена вот этим Кизельветером и Закаевым вместе. А так я скажу по делам. Если трогать инфекционные какие-нибудь субстанции, то можно холеру подхватить. Понимаете? Вот сколько вы с КГБ ГРУ общаетесь в ФСБ, вот вы будете подхватывать это. То есть на весь мир Россия выставляет Германию пособником с террористами, ну немцам, допустим, все равно. Но удар какой приходит, с какой стороны? Главный враг-то чеченцы. Чеченцы, для России, для Фашни, это враг чеченцы. В этот момент любезно
предоставленный стул в ПАСЕ для Кутаева Руслана, в том числе немецким представителям, Швабе, по-моему, его фамилия, проголосовавших, что вот это депутаты, политики демократической оппозиции России будут там у них в ПАСЕ там им доклады делать, начинает резкие выбросы в сторону антисемитизма. Причем он это много раз говорил про евреев, про сионистов, про семитов и так далее. Евреев они так не любят, потому что у них евреи за Россию есть очень много. Поэтому они сионисты говорят. То есть ичкерийцы враги, кто хочет жить свободно и независимо, а другие там, кто пророссийские чеченцы, у них друзья. И евреи, если он сионист, то есть за свой Израиль, то он враг. А если он не сионист, ну то свой родной идем. Манкурт, так сказать. И вот, встречаясь вызвав немецкого посла, Россия вручает ноту протеста, что вы контактируете с террористами. А террористы, как я вам рассказал, как раз из-за того, что вылазку сделали эти же люди и убили одного чеченца, который ехал на грузовике, его подогнали. Как в 1996 году подогнали 4 русских пьяных контрактников, наемников. Понимаете? Ядельвейт с ним встречается, все, там поговорили, там немцы, в принципе, об этом не говорят нигде, ничего особо не слышно. Они сказали, что это доказать невозможно, никак с какими террористами не встречались, потому что Ичкерию немцы не считают террористами. Но одновременно, как я сказал, Кутаев, российский офицер Кутаев, начинает, которого по какой-то подлой, просто по-другому не скажу, причине взяли, и как будто он от чеченцев. Так он не этнически, не политически, не чеченец. Что вы от нас хотите? Он сам говорит, он из тюрков, откуда-то прибывший из Средней Азии когда-то. Я думаю, он из Дагестана прибыл. Просто любят они так дезавуировать свою вот эту ситуацию. Ачхой-Мартане, я с Катарюрта, это соседний населенный пункт. Ачхой-Мартан, я, можно сказать, и в этом Ачхой-Мартане вырос. Этот человек всем известный как Сюли. Никакие они не чеченцы, они дагестанцы. Они никакого отношения, ну да, он обчеченился, говорит на чеченском и так далее, но он не чеченец, чтобы вы понимали. Ну, его вот там представляют чеченцев. И он ярый антисемит. Ну, антисионист он сейчас, они так, это они так маскируют. Антисионист. Сионизм под антисемит. Короче, и этот человек начинает усиленно рассказывать, потом все вот эти русские там разные там симулякры начинают подхватывать. Воу, посмотрите, такая есть СОТА такая, канал, который они сейчас его оппозиционным хотят выставить. Это одно и то же. Я тебя уже понял. Это одно и то же. Вот эта СОТА, которую там Карамурза очень правильно назвал, вот ее вот таким вот образом, это все одно, я думаю, это одно и то же. Потому что лютые чеченофобы там, короче, и везде почему чеченец. Руслан Кутаев не чеченец. Запомните, люди. Он ни Закаев, ни чеченец. Даже если он чеченец, он не чеченец. Как и Кадыров. Это люди, российские люди. Мы свободные чеченцы. Понимаете? И потом человек, который якобы нас представляет, а мы молчим и думаем, да деш ночи. Валлаху и Ахмадец. أثناء وأخوي شداد وين على القميص ده شو تعبيست كل شوات هنا شو تير بيخبز وي بيخبو تير بيخبز وي بيخبو. Короче говоря, этот человек представляет нас антисемитами, антисионистами, там, вот такими посякими и так далее. Голову мы отрежем. Короче, он говорит, у меня есть бойцы, конечно, у ГРУ, кому относится, к военным относится Кутаев. Я думаю, конечно, у него есть бойцы, которые голову отрезают. И он говорит, у нас есть, мы оторвем головы, мы там это сделаем, мы то сделаем, мы захватим Москву, мы мусульмане. Не, он не мусульманин, он
он говорит о своих военных вот этих людях, она представляет, он как будто он мусульманин. То есть чеченец приходит и говорит, мы захватим Москву, мы мусульмане захватим Москву. Идет целенаправленная дискредитация как чеченского народа, так и угроза перед исламским мусульманским фактором. Причем, обращаю внимание, вот этот человек представляет себя ярым сторонником мусульман и лютым ненавистником там евреев, Америки и так далее. Одновременно он нас дискредитирует полностью. Но еще один случай происходит, что это все звенья одной цепи по дискредитации чеченцев. В прошлом году, как известно, с Чечни сбежала Айшат Баймурадова, девушка. Ее подбили российские правозащитники, которые дислоцируются в Армении. И через какое-то время ее убили просто в Армении, в Ереване. Ее ни один полицейский Армении, ни один ереванский полицейский еще не успел сделать никакого заявления, ни официального, ни неофициального. Как сразу российские вот эти ходорковские медиа, вся вот эта вся пропагандистская рать начала говорить убийство чести, убийство чести, убийство чести и так далее. Я бы хотел объяснить этот момент немножко. Дело в том, что мы в Чечне находимся, вот когда такие вещи происходят, любой случай, не обязательно она должна с кем-то гулять, там имеется в виду встречаться подпольно. Нет, достаточно она там вечером вышла поговорить с парнем, просто говорила с парнем. Это нарушение чеченского этикета. И это пытаются сразу скрыть. Не всегда конфликт возникает, ссора бывает, как в любой семье, когда какие-то вещи происходят, которые не устраивают в семье. А мы, чеченцы, 6000 лет истории имеем, и даже больше, и хранители определенного кода цивилизационного. И мы за это, как вы видите, имея всего лишь 1 миллион населения, сражаемся против самой большой варварской страны. Только лишь из-за того, что мы храним свое и не хотим стать русскими или кем-либо другим. Так вот, у нас есть свои законы, свои правила. И в наших законах и правилах ночью девушка не может разговаривать с парнем, она не может ночью с ним гулять, ходить, она не может с ним третье, десятое. У нас свои правила, свои обычаи. Но когда какой-то случай происходит, поговорила с девушкой с кем-то, покурила она сигарету или кальян она где-то покурила. Да, это не приветствуется в нашем обществе. Такое у нас общество. И все, кто не согласен с этим, вы можете идти вслед за русским кораблем. Это наше общество. И когда его уничтожали, у вас рядом никого не было. Поэтому лезть на нравоучение к нам не нужно. Мы сами разберемся. Но когда вот этот случай происходит, это пытаются скрыть. Скрыть, просто скрыть. Ее никто убивать не собирается. Ее поругают, может быть, даже ударят. Вот, обычно это мама может сделать. Мужчины не бьют женщин, детей, девочек. И вот в этом случае быстро все улаживается, и никто ничего не знает, все молчат. Все, забывается этот инцидент. Нет, нужно не просто вывести девушку, которая поругалась с мужем. Вот эта Айшат Баймурадова была замужем. И отец говорил, ты живи со своим мужем, не возвращайся. У нас так говорят. Ты вышла замуж, вот и здесь сиди давай. Никто насильно женщину, девушку не отдает замуж у нас. Это абсолютная, 100% ложь. Никто ее насильно замуж не выдает, никогда не выдавали. Да, бывают случаи какие-то там раз на миллион. Но посмотрите, какие случаи бывают у других. У нас без согласия девушки ее никто не отдает. Понимаете? Никто. И вот она вышла, ей мог отец сказать, ты только попробуй вернуться домой. Живи, вышла замуж, живи с ней. Я не знаю все детали, не хочу это все подробно обсуждать. Но я хочу сказать, что чеченки, они воинственные, ничем не уступают нашим мужчинам. Очень с характером, очень воинственные. И они воспитывают таких же мужчин. Они рожают и воспитывают таких мужчин. Так вот, я считаю, что ведется целенаправленная работа вот этой правозащитной российской организации, дислоцирующейся в Армении, для того, чтобы вытянуть оттуда чеченку,
Хорошо, вы вывозите чеченку. Все, она согласна, она убегает от своего мужа, все, ее там бьют, пытают, там какие-то жесткие вещи происходят. Окей. Но в таком случае, зачем вы заставляете этих девушек снимать видео и говорить, я вот выехала, я в безопасности и так далее? Вы же прекрасно знаете наш менталитет, наше мировоззрение. Вы позорите эту всю семью этим. Всю фамилию, весь род вы позорите этим. Вы ее заставляете, объясняя ей, что когда ты сделаешь видео, это будет безопасно. Почему же это будет безопасно? То если вы занимаетесь такой работой, если она вам прислала это видео, отправьте в компетентные органы это видео. Зачем вы заставляете ее выкладывать это видео? Другой момент. Если, например, она выложила видео, все стало достоянием общественности, что-то такое, и родители все опозорены, весь род опозорен. Они же не просто девушку вывозят, они род позорят. Это делают российские спецслужбы. Я на 99% уверен в этом. На 99% уверен в этом. Вывозят эту девушку и заставляют ее делать видео. Они опозорили весь род. И внутри, а мы знаем, в каком состоянии находится чеченское общество, приходят от ФСБ, от кадыровцы, родственники. У кого-то где-то в кадыровцах есть кто-то родственник. Когда эту девушку они готовят вывести, я знаю просто, как они работают. И поэтому я делаю такое логическое умозаключение. Когда они ее вывозят, они уже знают, кто у нее там есть родственник, через которого можно будет оказывать воздействие. Вывозят ее, потом этого родственника вызывает какой-нибудь Кадыров или какой-нибудь ФСБшник и говорит, а что это у вас девушка уехала на все, на весь мир нас позорит. Сейчас надала есть. Если вы мужчины, убейте ее. Если вы ее не убьете, мы вас всех отсюда сейчас зачистим, чертова мать. Вы что нас позорите? Вот как они провоцируют, чтобы родственники пошли или просто дали согласие. Они сами ликвидируют. Дайте просто согласие, скажи, да, убейте ее, она нас опозорила. И люди для своей безопасности, подвергаясь невероятному давлению, даже сами эти сотрудники российских служб, они готовы на все, чтобы их не тронули остальных. Вот как происходит, я полагаю, произошло убийство Айшат Баймурадовой. Сейчас выехала еще одна девушка. И это не случайно, что сейчас Руслан Кутаев в ПАСЕ заявляет о том, что это убийство чести, это личное дело семьи, говорит Руслан Кутаев. Нет, Кутаев, ты как не чеченец, ты не знаешь наших обычаев, хоть ты всю жизнь прожил среди нас. Это не личное дело, это личное дело всего общества, всего социума, всего народа. Такие вещи, как ты, так это не делается, как русские любят называть кровная месть. Мы, чеченцы, являемся архивариусами права. Еще с шумерских времен, еще с хуритов, с Урарту идет наше законодательство. А русские пытаются представить, что принцип Талиона, равное возмездие за преступление, за нанесение увечья или убийства, представляет кровную месть. А кровная месть во всем мире, это просто пришел и всю семью вырезал за то, что тебе там кто-то палец порезал. Понимаете? Вот что кровная месть. И мы, которые являемся архивариусами права на земле, мы чеченцы, понимаете? Наши законы легли в основу, то есть не наши, они божественные. Но мы первые, кто распространяли эти законы, мы чеченцы. Нас пытаются представить какими-то дикарями, что вот там семья решила, взяли, убили девочку. Ой, какие дикари. Нет, это совсем не так. Совсем не так. Вы что, это немыслимо даже, такие вещи, чтобы это делается, я не знаю, невозможно представить это, чтобы такое произошло. А как это представляется? Как кровная месть какая-то. Ну там дикари друг друга убивают. А да, семья, да, захотел, убил. У папы сегодня настроения нет, бухой пришел, взял, убил. Почему убил? Так моя, я хочу, убиваю. Вот так представляет Кутаев. И это все одновременно происходит с тем, что он антисемит и антисионист.
На этом фоне он сперва раскручивается, потом вывозится эта девушка по сценарию. Она записывает видео. Меня окружили чеченцы. Да кто тебя, кроме чеченцев, может окружить? Я вот сижу, вот там люди сидят, это там какие-то люди говорят, давай поговорим туда-сюда. Они ничего не угрожают и ничего не делают. Она сидит в машине и нам рассказывают вот эти сказки. Что вот они увозят там беженцев, они девушку, которую угнетали. Я не утверждаю, что ее не угнетали. Этот случай, может быть, реально ее угнетали и так далее. И я целиком и полностью, если угнетали, на ее стороне. Но я за то, чтобы вот эти совпадения по дискредитации, когда убили Айшат Баймурадову, во Франции убили еще одну девушку, жену убили, жену, многодетную мать убили, муж убил, который в разводе пришел и убил ее. Так вот, эту тему вновь подняли, и там российская агентура во Франции проводила митинги по этому поводу. И о чем они говорили, как вы думаете? Так вот, они ни о чем не говорили. Они говорили о том, что мулла, который там присутствовал, что ему еще больше полномочий дать. Вы понимаете? Они с дочь убили женщину, мать многодетную, по имени Лариса ее звали. И вместо того, чтобы как-то помочь этой оставшимся детям, сиротам, помочь каким-то образом всей этой ситуации, они рассказывают, никто не говорил, что их насилуют, избивают, пытают дома их мужья. Никто об этом, такого речи нет. Что вот, как вам может показаться, вот произошло убийство на бытовой почве, там домашнее насилие над женщиной, все такое. И вроде пришли женщины, говорят, у нас плохо все, чеченский народ жестокий с чеченскими женщинами. Этого там нет вообще. Там есть только то, что нужно вот этому мулле, который там есть, деятелю, ему нужно еще больше дать полномочий. Чтобы он командовал, что тебе нужно, они ему говорят, что тебе дать. Спектакль такой. Такие вот Богом и людьми проклятые какие-то агенты российских спецслужб там сидят, там что-то чушь рассказывают. Но зато провели митинг, чеченцы против насилия, убили Баймуратова. И если со стороны, не вникая во все это посмотреть, для простого обывателя, вот да, смотри, какие дикие чеченцы, там убили, тут убили и так далее. И сейчас, я полагаю, вот эту девушку, которая сейчас убежала из дома, ее тоже зовут Айшат, я полагаю, что ей грозит смертельная опасность. И в том числе ее родственников могут заставить убить ее. Понимаете? Смертельная опасность грозит. Но речь не об этом до конца. Мы говорим о том, что Кутаев начал в это время рассказывать, когда вызывают посла Германии в Москве и выражают ему там демарш, там ноту протеста, заявляют, вот, почему вы там с террористами встречаетесь и так далее. В это время вылазит тот Кутаев и начинает антисемитские, антисионистские, там, и убийство чести, там, какую-то там вот эту всю свою билиберду снова поднимать и дискредитировать чеченцев. Так вот, я хочу сказать, уважаемые немецкие парламентарии, если вы реально хотите тех, с кем, кто не верит в империю российскую, что реально борется против нее, обратитесь к президиуму правительства Чеченской Республики Ичкерия в лице Аллы Дудаевой, Ахьяда Идигова и других наших людей. Я поставил все на кон своей жизни, своего родственника, всю свою прошлую жизнь, для того, чтобы узнать, кто является настоящим и не симулякром, настоящим борцом за свободу, за демократию, за права людей, за свободу чеченского народа. Я нашел их в лице Аллы Дудаева, Ахьяда Идигова. Ахмед Закаев и его окружение меня пытались вербовать на российскую разведку, как я вам рассказывал. Поэтому я хотел бы, чтобы вы были не просто разборчивы, да, не только вам там какую-то ноту, что вы какие-то связи с террористом, хотя вы боретесь, немцы боретесь с террористами, а у вас обвиняют террористами. Вам это нужно? Вам это нужно? Так вот, даже если вам это нужно, даже если какую-то вы там игру ведете, наш бедный, многострадальный чеченский народ, как вы видите, постоянно его пытаются дискредитировать.
изменение политического курса, политической фигуры, скажем так, не курса, не режима, фигуры в России произойдет в ближайшее время. В этом году это произойдет, может быть, в следующем году. И мы, чеченцы, имеем свою государственность. И Россия не хочет дать нам этой государственности. Я понимаю, когда вам уже приносят, говорят, если вот вы сейчас признаете Ичкерию, мы вам нефть перекроем, газ перекроем и так далее. И вы, наплевав на демократические принципы, на принципы, которые декларирует Запад и Германия в том числе, говорите, да, конечно, да, это Россия, это Чечня, это Россия и так далее. Вы в таком случае говорите. Это еще как-то можно объяснить, никак это нельзя понять, но объяснить это как-то можно. Ну, когда, если вы реально с ними играете в одни игры, себя, свою Германию представляете, общение с террористами и так далее, и тому подобное, так вот, если вы себя так видите, то вас это устраивает. Но для нас это катастрофа. Вот нас представляют какими-то там, вот девушек у нас уводят, убивают их, представляют нас какими-то там этими. Чтобы когда сейчас будет меняться система, мы, чеченцы, не имели свое слово. Самое страшное для фашистской России, это когда у чеченцев появится своя субъектность, политическая субъектность. Когда мы сможем говорить прямо, и нас будут слышать, и мы сможем доводить свои слова до какой-то определенной юридической процедуры. Вот это самое страшное для них. Поэтому я бы хотел, чтобы вы были очень разборчивы. Я подробно, то, что вам сказал, может быть, не так подробно, как все я вам рассказал, я изложу. У меня есть сейчас пока в черновой работе текст по поводу, как Германию пытаются представить контактирующие и имеющие связи с террористами. Как-то так. Так, давайте я почитаю ваши комментарии, друзья, потому что слишком много я говорил, Диана. Так, давайте почитаем комментарии. Шавига Машволь, да реалити дался. Так. Теперь почти все перекрыли. Что перекрыли? Странно, что сейчас про это вспомнил. У РФ сейчас другие заботы. Нет, это не странно. Дело в том, что если сейчас немецкий политик приходит и говорит, как я вам зачитал, сейчас я, чтобы быть более точным в своей цитате, мы абсолютно уверены, обратите внимание, абсолютно, что Чеченская республика Ичкерия в ближайшем будущем восстановит свою независимость. Нам нужны партнеры, которые не верят в колониальное и имперское будущее России. Если он реально ищет тех, кто не верит в колониальное и имперское будущее России, неужели за 7 лет они не увидели меня здесь сидящего? Хотя на мой каждый стрим эксперты немецкие смотрят все, собирают информацию, и просто товарищи при исполнении абсолютно убежден в этом. Почему они этого не сделали? Почему они поехали, спросили у Буданова, который уже себя так дискредитировал в связи с российской и античеченской своей позицией,
что просто клейма ставить негде. Не могу понять. Спасибо, Савелий. Приветствуйте. Это говорит о том, что немцы что-то знают, что запущен процесс по восстановлению чеченской деоккупации Чеченской республики Ичкерия. И им нужны надежные верные люди. Логично подумать, что, конечно, в Украине они воюют. Потому что украинцы военных точно зачистят, если они связаны за поребриком. Это мы не сомневаемся. Слава богу, в украинцах мы уверены. Но военных. Не во всех тоже там может быть всякое. А вот политический ландшафт, это вообще просто ужасен. Ужасен просто в Украине. И вот если вы хотите с теми, которые не верят в колониальное имперское будущее России, то обращайтесь к нему. А что так заниматься? Вот такие вот дела. Шпион с Казахстана какой-то Сергей. Походу, таких еще много там в Германии сказал. Да, Эркин. Да. Вот я так подумал. Россиянин, русский, наверное. Нам суд РФ не важен, их мнение и вердикт. Зумсо, полностью с тобой согласен. Конечно же, нам их суд абсолютно не важен. Да, потому что они от президента до младенца, они всех нас террористами уже давно объявляли, убивали, преследовали. Это вообще даже не обсуждается. Они меня террористами, мне абсолютно по барабану, кого они там террорист называют. Ичкерию они называют, меня они называют, неважно. Это хорошая оценка нашей деятельности. Но если отдельно взять случай, ну, странно, зачем они сейчас назвали террористами, да, вот так кажется. Ну, а если взять вот в том контексте, который я вам сейчас рассказал, когда Германия реально, у нас война идет в Германии, у нас реально вот идет антидиверсионная, антитеррористическая, ежедневная антишпионская война в Германии. Ежедневно, ежесекунду. Здесь есть все очень серьезно. Штаб есть, все идет, бой идет. Не на жизнь, а на смерть. Каждый день, каждую минуту, и днем, и ночью. И в этот момент, когда Германия все фиксирует, как любят немцы, все там России предъявляет, фиксирует, предъявляет, завтра же ситуация поменяется, когда Россия же когда-нибудь станет, ну может через 50 лет, нормально. И тогда ей предъявят счета. А ты это делал, ты то делал. Там преступники всякие разные будут задерживаться и арестовываться. И в этот момент Россия, говорит, вызывает посла и говорит, так вы же с террористами общаетесь. Вы там какого-то там казахстанца задержали, какого-то там литовца, там, украинца, там, россиянина, российских, там, русских. А вы что хотите сказать, вы же сами с террористами общаетесь. Вот для чего это делается. Мне пишут, зачем они это сделали, мне наши пишут. Зачем они это делают, зачем Ичкерию сейчас террорист, непонятно. И нам плевать, объявляют они нас или нет. Но если смотреть в этом контексте, и чтобы усилить эту ситуацию, Кутаев, которого Закаев наградил своей какой-то медалькой, назвал ее честь нации, высшей наградой чеченской якобы. Вот этой медалькой он его наградил. Вот это два товарища, два коллеги. И, кстати, когда меня вербовать пытался, он как раз говорил про этого деятеля. И в этом случае вылезает Кутаев и начинает усиленно про честь, потом девушка сбегает. Да, некоторые вещи, они косвенные. На некоторые вещи, которые я говорю. Но если проследить биографию этих людей, проследить о том, что раньше они это уже неоднократно по провокациям они уже нас подставляли, то это такие матерые, профессиональные провокаторы, которые очень ценны, и их просто так Россия не сдаст. Ну, что самое неприятное, что на Западе с ним встречаются, общаются и так далее. Видимо, и там работает парень, и там, и тут всех сдает. Поэтому такие люди здесь нужны. Ну хорошо, тогда вы
будете подхватывать холеру тут на Западе. И не удивляйтесь, когда будете очень сильно болеть. Так. Азам, почему думаешь, как думаешь, почему в Грозном все строится такими темпами? Это очередной распил бюджета или пыль в глаза, мол, какой хороший руководитель, это простые люди там концы с концами сводят кое-как. Марк Робинсон, я неоднократно об этом говорил, за все это время они нам, кроме спортзалов и мечетей, ничего не построили. Вот за все время. Там вот эти 3-4 высотки они построили, и все. И все, абсолютно больше ничего ни для кого не строят. А сейчас, да, реально начали какими-то такими ускоренными темпами строить. Ну, во-первых, я об этом неоднократно писал, говорил. Это началось все после 7 октября 2023 года, когда террористы напали на Израиль. И потом Израиль начал давать ответку, и причем очень жесткую ответку. И там беженцы, и вся вот это функционеры, вербовщики, все психологи, все вот эти их муллы и так далее, они их начали вывозить, свою вот эту агентуру. И они делают такой анклав, такой исламистский анклав из Чеченской Республики. Причем вот Запад, вот, в том числе по своему незнанию, они подыгрывают им в этом. И должны сейчас завозят, ну, во-первых, кто сейчас воюет в Украине, их нужно вместе объединить и расселить. Это типа люди с боевым опытом, и они им потом пригодятся. Они их расселяют. Первое, это террористы палестинские, их семьи, функционеры, вербовщики, вся эта муть, которую они нам туда завозят, которую мы, конечно же, немедленно сразу же отправим обратно, откуда они пришли. Не простых беженцев, а вот функционеров и так далее. И для них и для тех, кто воюет в Украине. А знаете, вот этот Ахмад, полк Ахмад Кадыров, вот эти Лапти Аладдина, все вот эти люди, они тоже будут там жилье получать. Там эти русские, которые воевали в Ахмад, они уже подружились с чеченцами, и они там будут все расселяться, заселяться. Вот это для них делается. Для того, чтобы из Чеченской Республики Ичкерия сделать террористический анклав. Который, когда Россия говорила террористический анклав, там были демократические, нормальные люди. Их всех убили, дискредитировали, и вот эти разные Ахмед Закаевы, Кутаевы, все вот эти люди, которые тогда были в повязках с арабской вязью, там воины Аллаха, все такое. Потом, как выяснилось, не такие уж они и воины, и совсем не того Аллаха они оказались. Да? Другой у них Аллах. Да? Как-то так, друзья, как-то так. Я много говорил, сейчас не буду об этом снова повторяться. Ва алейкум ассалам, Осман. Ассаламу алейкум. Буданов участвовал в нашей войне по внедрению агента. Вроде бы провал у него. Ты имеешь в виду этот Кирилл Буданов? Он внедрял к нам наше подполье, ты имеешь наше сопротивление, это к нам или не понял? Осман, и есть такой Арти Грин, да, русский, украинский гражданин Украины, который является ветераном боевых действий. Он прямо говорит о том, что Кирилл Буданов в 2013 году завербован ФСБ. Вот прямо он это говорит. Я не знаю, насколько это верить, но я могу со всей уверенностью сказать, все, что не делал Кирилл Буданов с момента прихода к власти, это все во вред Чеченской Республики Ичкерия и свободного чеченского народа. Это я могу засвидетельствовать. Ничего хорошего Кирилл Буданов для чеченцев не делал. Да, он там, может, бойцов помогал каким-то бойцам, которые там есть, потому что ему они нужны использовать.
воевать. Но для чеченского народа, для Чеченской демократической республики Ичкерия ничего этот человек не делал, кроме вреда, кроме вреда. Кроме вот Закаевы, какие-то Пригожин жив там. Вот сейчас какой-то пропагандист вылез информационный, на Путина начал ругать там туда-сюда. И тоже Пригожин, как Пригожин. Я смотрю, это информационно Пригожина сейчас выпустили. Пригожина тогда выпустили, чтобы русских офицеров, недовольных Путиным, зачистить вокруг. Их так потом и зачистили. А сейчас вот этот пропагандист вылез и тоже и Пригожина повторяет и так далее. И тоже Путина хает и так далее. Это для чего делается? Пропагандистов зачистить, которые недовольны. Вот кого Буданов говорил, что Пригожин там ведет операцию и так далее. Это ложь была, никакой операции не было. Это была имитация операции для выявления российских... Это козел-провокатор был, Пригожин Евгений, которого какого-то там революционера, бойца считают и так далее. Это был козел-провокатор, который фактически, да, это убийцы, пришли на территорию Украины убивать украинцев, полковники, генералы там разные всякие. Они убийцы, они враги. Но враг, который пытался выбраться из этой ситуации, он ситуативный союзник. И эти все российские офицеры, генералы, полковники, которые так или иначе были против Путина, этой власти, они были зачищены благодаря Пригожину. Пригожин их выявил. Пригожин, одного звонка достаточно. Все, я тебя поддерживаю, мы присоединимся. Все, ты фразу сказал, ты себя засветил. Все, убрать этого полковника, убрать этого подполковника и так далее. Да, еще раз, они враги. Но ситуативно они могли остановить эту войну. Они могли сказать, да, нам это не нужно, это какая-то непонятная путинская война для того, чтобы что, я так и не могу понять. Уже не получается же, украинцы же не сдаются. Но надо, еще сколько людей после этого погибло и с российской стороны, и с украинской. Вот это все на совести Пригожина. И того, кто, Кирилл Буданов, говорил, что это, да, это настоящая операция. Нет, это не настоящая операция. Друзья, я на этом свой стрим подведу к концу. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Пожалуйста, будьте настойчивыми в поиске правды. Не поддавайтесь на провокации. Она на ложь. Она везде и всюду нам ее пытаются всучить. На этом я свой стрим заканчиваю. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Слава Украине, все будет Ичкерия. Ночи Амдинаду, Ичкерия Йолщу, Хир Йолщу. Дыни Кач Дылылц. Ади Кюэль Маш Оль. Всего хорошего.